Внеочередное заседание КЧС прошло сегодня в администрации района. На повестке дня лесопожарная обстановка. Вот уже несколько дней в районе наблюдается смог от лесных пожаров. Согласно докладу Управления по делам ГО и ЧС, на сегодняшний день в республике 45 действующих лесных пожаров, 5 из которых в соседней Ухте и 1 в нашем районе. Очень много районов вокруг нашего Сосногорского района, в которых сложная лесопожарная обстановка. Поэтому мы находимся в таком неком котле, и задымление происходит со всех районов Республики Коми. С 13 июля в Коми действует режим ЧС в лесах регионального характера. Лесопожарная обстановка сложная. Это обусловлено в том числе жаркой погодой и отсутствием дождей. Сегодня смог от пожаров наблюдается на территории всего района. Что касаемо наличия продуктов горения в воздухе, то здесь, говорит Роспотребнадзор, концентрация чуть выше обычной, но в пределах допустимого. 23 числа непосредственно вчера были проведены лабораторные исследования. Превышения максимально разовой концентрации загрязняющих веществ обнаружено не было. Главный санитарный врач также отмечает, необходимо сегодня организовать внеплановый мониторинг и сделать исследование атмосферного воздуха. В свою очередь были озвучены и меры профилактики. Ограничение прогулок в детских дошкольных учреждениях, ограничение физической нагрузки, занятия спортом, использование во время пребывания на открытом воздухе средств индивидуальной защиты, масок, регулярное проведение влажных уборок помещения, а также обильное питье. В случае возникновения симптомов острых заболеваний или недомоганий, появления признаков одышки, кашля, бессонницы, необходимо срочно обратиться непосредственно к врачу. Поддерживают рекомендации Роспотребнадзора и медики. Они советуют жителям увлажнять воздух в помещениях и особое внимание уделять своему состоянию тем, у кого есть хронические заболевания. По словам работников здравоохранения, тяжелых осложнений или обострений бронхолегочных заболеваний или аллергических реакций, кроме единичных случаев, пока нет. Но это дело времени, потому что аллергия имеет накопительный период тоже. Второе, что у нас много людей, которые находятся сейчас на дачах, они везде ветром приносят, и, соответственно, в городе и много выехавших, слава богу. Поэтому, как бы скажем, это, с одной стороны, имеет положительный эффект. По итогу заседания комиссии был сформирован протокол мер первоочередного реагирования. Сегодня мы провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которых протокольно мы выработаем решения, которые позволят ту негативную ситуацию, которая сложилась с задымленностью нашего города, и не только нашего города, вот меры, какие необходимо принять, мы это все опишем, дадим нашим организациям указания и рекомендации. Глава района Сергей Дегтяренко просит жителей не поддаваться панике и, самое главное, доверять информации о текущей ситуации только из официальных источников. Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Республике Коми прошли торжественные мероприятия, посвященные столетию региона. Юбилейная дата отмечалась в 2021 году, но достойно отпраздновать ее помешала пандемия. Теперь, когда ограничения сняты, северяне вместе выразили любовь к своему родному краю. В Сосногорске главное мероприятие в честь столетия Коми прошло 21 августа на площади имени Гагарина. Сегодня знаменательная дата. Сегодня мы чтим юбилей нашей великой республики Коми. Наша республика всегда обладала и обладает уникальным историческим и культурным наследием. Наши люди всегда славились и славятся силой духа, трудолюбием, доброжелательностью и гостеприимством. И этот особенный день объединяет всех, кто живет и трудится на благо нашей республики. И мне хочется выразить слова благодарности всем жителям за ваше трудолюбие, за вашу самоотверженность, за ваш труд на благо процветания любимой республики Коми. Во время праздничного концерта жителям Сосногорска напомнили и о наших собственных юбилеях. В
В прошлом году 80-летие отметил поселок Керки. Столько же в этом году отпраздновала Малая Пера. А поселку Вайвош в июле исполнилось 75 лет. Рано солнышко взойдет, выйду я на улицу, пусть сердечко мое счастье обуется. Я хотел бы поздравить жителей Воевожа, жителей Сосногорского района, жителей Республики Коми с праздником столетия Республики Коми, так как Воевож внес большой вклад, жители Воевожа внесли большой вклад в жизнь Республики Коми, потому что Воевож является родиной первой легкой нефти. И надеемся, что Воевож также и будет процветать и жить далее, и работать. Отмечает в этом году юбилей и Сосногорское территориальное управление Северной железной дороги. 80 лет назад было организовано управление Северо-Печорской стальной магистрали. Определены границы отделений, одно из которых под номером 5, названное Ижемским, было принято в эксплуатацию 1 сентября 1942 года. Дорогого стоит проживать в Республике Коми. Очень богатая лесами, реками, чистыми озерами, полезными ископаемыми. Самое главное, самые любимые, красивые, сильные, мудрые жители Республики Коми проживают и благоустраивают эту красивую зеленую республику. Дорогие друзья, от всей души еще раз поздравляю всех ветеранов, всех жителей города Сосногорска и Республики Коми, а также тружеников. И самый пламенный привет от транспортников республики с праздником! С днем рождения, Республика! В этом году День Республики прошел в необычном формате. Его объединили с районным национальным фестивалем Сосногорье. Напомним, обычно самый народный праздник муниципалитета проводится в Устюгте. Первый фестиваль состоялся в 2009 году и был посвящен 210-летию села и столетию коми-писателя Якова Рочева. В этом году все праздничные мероприятия у нас приурочены к столетнему юбилею Республики Коми. Начали мы праздновать, начиная с 12 августа. У нас выездные концертные программы состоялись уже практически во всех поселках Сосногорского района. И сегодня, можно сказать, самое большое, самое масштабное народное гуляние, которое посвящено вышеуказанной дате. Это праздничный концерт, праздничное массовое мероприятие «Край родной, навек любимый». В этом году, ввиду такой юбилейной даты, мы решили объединить Сосногорье, национальный районный фестиваль, и День Республики Коми и провести его на площадке города. Почти все атрибуты фестиваль Сосногорье сохранил. Снова во всей красе себя представили национальные объединения. В праздничный день на площади Гагарина гостей приглашали 6 подворий. Этот ежегодный праздник мы сами узнаем, и мы что-нибудь представляем новое для населения. И заинтересовало на этот раз нас. Сделали новый мастер-класс, проводим брецеля. Очень заинтересовывает многих. Вот сюда можно посмотреть. Готовится, есть каждая эта традиция. И в каждой традиции есть легенда, поэтому все с интересом слушают и говорят, что надо же, мы никогда не знали. Хотя слово «брецели» слышали. Люди ждали этого праздника, очень тепло, погода хорошая. Столько коллективов приехали к нам, чтобы показать свое творчество. Столько подворья, рукоделия столько. То есть, видите, как бы еще праздник вроде бы не начался, но уже такая вот движуха, поэтому мы всех поздравляем с праздником и желаем всем здоровья, счастья, мирного неба, чтобы все было у нас замечательно и хорошо. И прошел праздник просто на ура. Показали свою продукцию и мастера декоративно-прикладного искусства. Виктор Кустов приехал из Ухты. Более 30 лет занимается резьбой по дереву. Изделия мастера хранятся в фонде Национальной галереи Республики Коми, в коллекциях Российского этнографического музея и в частных коллекциях нашей страны и за рубежом. Я представляю, в общем, пытаюсь провести мастер-класс по резьбе по каплу. Это очень твердый, как бы сказать, благородный материал, который в конце работы показывает, насколько он красив.
Сосногорский район представили члены Нижнеодесского клуба «Землячество». Посещают его более 20 жителей поселка. Одно из направлений – сувениры ручной работы. Прикладное искусство, то есть у меня, например, вот плетение из бусин, из бисера, бантики всякие, из ленточек. То есть такое все. Есть шитье, то есть лоскутное шитье. Ну, разные такие вот виды рукоделия. Игровые и спортивные площадки, несколько фотозон, детские аттракционы, интерактивные развлечения. Все это сделало День Республики в Сосногорске ярким и незабываемым праздником. Праздник такой замечательный, единственное такое хорошее пожелание, чтобы республика у нас крепла, богатела еще больше, и чтобы люди не уезжали, а наоборот приезжали сюда, развивали нашу республику. И желаю, чтобы настроение, которое сегодня есть, бодрое такое настроение, сохранялось у нас в республике, и чтобы мы гордились своей землей, своей родиной. Я желаю, конечно же, процветания, добра, любви, всего самого хорошего. Гвоздем праздничной программы стала самая большая шаньга в Республике Коми. В этом году диаметр главного символа фестиваля Сосногорья составил 3 метра. Друзья, всем хватит! Шаньга очень большая! Творческим подарком жителям Сосногорска стало выступление Государственного академического ансамбля песни и танца Удмуртской республики «Италмас». Завершилось народное гуляние вечерней дискотекой. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 22 августа Республика Коми отмечает День своей государственности. В Сосногорске в честь праздника ежегодно обновляют районную доску почета. Свидетельства о занесении на нее вручаются жителям муниципалитета, которые достигли высоких результатов в работе и внесли весомый вклад в развитие и процветание муниципалитета. Сегодня мы чествуем тружеников нашего Сосногорского района и нашей республики. Ведь очень важно, чтобы каждый житель знал, равнялся и брал с них пример. Сегодня в историю Сосногорского района будет вписано 15 новых имен. 15 тружеников, которые достигли высоких результатов в различных областях деятельности. И всех их объединяет желание и умение работать. Мы чтим сосногорцев, для кого слово «труд» не пустой звук. Всех, кто работает на благо нашего района и нашей республики. Я хочу выразить искренние слова благодарности и признательности всем, кто трудится на благо нашего района. Сосногорцы, занесенные на доску почета, представляют разные сферы деятельности. Их объединяют высокие достижения в труде, а также большой вклад в социально-экономическое развитие района. Мы сегодня чествуем тех людей, чьим трудом, активной жизненной позицией прославляется наш Сосногорский район. А от себя лично я хочу еще раз низко поклониться человеку, чье имя сегодня тоже внесено на эту доску почета, моему учителю, моей коллеге Медведевой Ариадне Николаевне. Спасибо, Ариадна Николаевна. Спасибо за то, что вы нас воспитали, научили, рассказали. Вы человек, действительно педагог от Бога. И я считаю, что такие люди в нашем Сосногорском районе, которых вот сегодня мы чествуем, они своим трудом, активной жизненной позицией прославляют наш Сосногорский район. Занесение на доску почета – это заслуженное признание за достигнутые успехи и высокие показатели в трудовой и общественной деятельности. В этом году в славном списке 15 достойных представителей своих профессий. Для меня это большое вообще в моей жизни событие.
Вот. С самого детства, еще в наших советских фильмах, когда показывали, что кто-то висел на доске почета, почему-то всегда хотелось быть именно тоже на этой доске. Ну и когда такая честь представилась, это, конечно, для меня очень волнительно, для всей моей семьи. Я очень рада, счастлива. И хочу стремиться дальше к таким же результатам, чтобы моя работа действительно была нужна людям. Продолжением торжественной церемонии открытия доски почета стало праздничное шествие, посвященное Дню государственного флага Российской Федерации. Колонна горожан прошла от улицы Оплеснина до площади Дома детского творчества. На площади Дома детского творчества состоялся концерт-акция под флагом единым. С праздником, объединяющим россиян, сосногорцев поздравил глава района Сергей Дегтяренко. Флаг России – это не только одна из основных атрибутик нашей Родины, но это и символ единения всех его жителей. Бело-синий-красный стяг объединяет всех нас с одной целью – добиться величия и могущества нашей страны. Только все вместе, только объединив все наши усилия, мы сможем сделать так, что наша страна будет процветающей и благополучной. Пусть этот флаг символизирует наше единство к достижению общей цели. Как отметили участники мероприятия, День государственного флага – это праздник свободы, гражданского мира и справедливости. Для жителей России он символизирует национальное единение и общую ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. Сегодня действительно очень важный праздник. Сегодня мы отмечаем День государственного флага. И также мы отмечаем сегодня День нашей дорогой республики. Я считаю, это очень важное мероприятие для каждой семьи, для нашей большой многонациональной страны, что есть такой действительно праздник российского флага. Всех хочу семей поздравить с этим дорогим праздником, пожелать всем самое главное – мира и добра. Всех в первую очередь поздравляю с этим праздником, всех земляков с Днем Республики. Конечно, праздник России, праздник государственного флага – это очень важно. Важно для нас, важно для патриотизма, важно для России и для всей страны. В День государственного флага России сосногорские коллективы представили горожанам специальную концертную программу, посвященную одному из главных символов нашей страны. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Столетие Республики Коми жители Сосногорска начали отмечать по-спортивному. 21 августа перед большим народным гулянием горожане могли зарядиться позитивом на стадионе «Химик», где состоялся фестиваль «Сосногорск спортивный». В программе у нас представлены «Мама, папа, я», спортивная семья, семейные соревнования, также турнир по народному жиму, в котором принимают также люди с ограниченными возможностями здоровья, детские соревнования по самокатному спорту, дартс, настольный теннис, также аквагрим и многое-многое другое. Участниками фестиваля стали десятки сосногорцев. Для гостей стадиона «Химик» были подготовлены состязания на силу и ловкость, а также зоны, где можно было украсить себя аквагримом и сделать фото на память. Накануне празднования Дня Республики сосногорцы традиционно собрались на спортивном празднике на стадионе «Химик». В хорошем настроении, хорошей погодой, встречают этот праздник, радуются, ну и поздравляют любимую республику. В программе фестиваля как новинки, так и традиционные дисциплины. Детские соревнования на самокатах в Сосногорске были проведены впервые. А вот народный жим уже давно стал постоянным элементом спортивных праздников. Каждый год проводятся соревнования для всех участников города в народном джиме. Значит, чем они своеобразны, эти соревнования? Спортсмен взвешивается и поднимает свой вес максимальное количество раз. Ну и, как обычно, в этих соревнованиях выигрывает не самый сильный, а самый ловкий и самый
удачным. Для тех, кто пришел на стадион с детьми и супругами, были организованы веселые старты «Мама, папа, я. Спортивная семья». И хоть призеры были определены, главным победителем все равно стала дружба. Все было здорово, весело, задорно. Все понравилось. Август вообще удался на славу. Спортивный. Мы очень много где участвовали в мероприятиях и занимали призовые места. И в этот раз тоже первое место. Ура! Ура! Молодцы! Все огонь! Все понравилось. Самые активные гости спортивного праздника получили грамоты на память о фестивале и столетнем юбилее Республики Коми. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На сегодняшний день у нас на территории Республики Коми зафиксировано 37 лесных пожаров. 8 лесных пожаров это на территории Княжпогорского района, 5 Ухтинского района и 1 лесной пожар на Сосногорском районе. Это значит там 179-й квартал Малоперское лесничество главное. Вот, значит, вот такие вот лесные пожары, которые, в общем-то, окружают Сосногорск. И в связи с этим вот поступают жалобы, значит, от населения граждан, что чувствуется запах гари и дыма, Ну, из-за того, что это откуда появляться? Именно из-за этих лесных пожаров. Потому что ветер меняется, то на Сосногорск, то еще куда. И, кстати, запах гари и дыма не только у нас, это и в Ухте, это Княжпогорске, это по всей Республике Коми, даже по всей России, сами знаете это сам. Вот. Значит, проводится ежедневный мониторинг состояния окружающей среды, окружающей соответствующими службами. На сегодняшний день, по сведениям Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ на территории района нету. То есть не превышает предельно допустимые нормы. Вот это вот эти дни, которые всегда будут как бы в норме. Но запах гари, запах дыма, конечно, чувствовался. Лесных пожаров, как уже сказали, 37, конечно, задействовано для тушения, ликвидации этих лесных пожаров. Много сил и средств. Это ГУ Сосногорское лесничество, лесопожарный центр Республики Коми. Видели, как самолеты летают, мониторинг проводят, это все. Вот. Добровольно пожарные дружины, пожарные подразделения. В общем-то, силы задействованы большие. Но, к сожалению, на сегодняшний день, видимо, сил не хватает. И трудно очень проводить работы по локализации и ликвидации вот столько количества лесных пожаров. Но меры, конечно, принимаются. Почему на сегодняшний день допускается вот этих вот лесных пожаров? Да потому что аномально жаркая погода у нас в республике, да и по всей России, допустим, Значит, нарушение, допустим, правил пожарной безопасности в лесах, населения, охотников, грибников, к сожалению. Ну и, конечно же, тоже то, что грозы, много лесных пожаров у нас было от воздействия, природного воздействия, то есть грозы. Постановлением правительства Республики Коми введен режим, особый режим, противопожарный режим, а также введен режим чрезвычайной ситуации с июля месяца. Ограничен доступ населения, охотников, грибников и так подобное в леса. Разжигание костров, значит, тоже запрещено категорически, как в лесах, так и, значит, в поселениях и дачных, на дачах. Предусмотреть рекомендую всем населениям на дачах, населенным пунктах строительство дополнительных источников пожаротушения. Это бочки с водой, значит, там, это огнетушители и другие средства, которые могут применяться при тушении и ликвидации лесных пожаров. Ну и, конечно же, взрослым рекомендуется провести разъяснительные работы, значит, по соблюдению правил пожарной безопасности с детьми. Потому что все-таки дети тоже бывают одним из тех источником возникновения пожаров. Не только лесных, но и других пожаров.